В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях за сегодня. В студии Василий Радченко. Смотрите в программе. В честь Дня города в Якутске открыли несколько общественных пространств и памятников. Проведем обзор по новым достопримечательностям столицы. Выборы в Якутии сегодня проходят на разных уровнях. Хорошую явку показывают избиратели Алданского и Хангаласского районов. Перейти с бензина на газ не только выгодно, но и правильнее с точки зрения экологии. Доказать надежность газомоторных автомобилей взялись участники автопробега от Петербурга до Мирного. Сегодня городу Якутску исполнилось 388 лет. Празднование Дня города ознаменовалось открытием нескольких общественных пространств и памятников. Одним из них стала установка стелы на территории Парка Победы. Монумент посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является отправной точкой обустройства всей территории парка. Ее планируется завершить к 2022 году, к столетию Республики Саха-Якутия. Парк Победы – это современное пространство, призванное сохранить историческую память о подвиге советских людей. В торжественном мероприятии участие принял глава Якутии Айсен Николаев, поздравил всех якутян и отметил, что жители Якутска всегда свято чтили и будут хранить память фронтовиков и героев тыла. В первую очередь мы провели архитектурный конкурс на концепцию, и победителем являются молодые архитекторы Джамиля Федорова. И идея этого парка, она оттуда исходит. Очень интересная идея. Это вот фронтовые письма. То есть мы показываем о том, что наши солдаты, которые ковали войну, они переписываются со своими семьями. И мы здесь хотим показать, делаем маршрут мемориальный, да, где эти переписки хотим разместить, которые вот за период 41 по 45 год, все эти письма мы хотим превратить в QR-коды, и каждый житель, он может дать эти свои переписки, и мы здесь вот разместим, чтобы наша молодежь, когда здесь будет гулять, отдыхать, они читали эти письма. С обряда благословения началось торжественное открытие в Гагаринском округе Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Он является завершающим объектом соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством республики, окружной администрацией столицы и компанией «Газэнергомонтаж», входящим в группу ВИЗ. Ими построено 12 крупных объектов столицы. Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил строителей, которые смогли в сложных условиях закончить возведение объекта. В трехэтажном здании расположены выставочный центр, кабинеты для клубных занятий, мастерские и киноконцертный зал на 500 мест. В Гагаринском округе проживает порядка 20 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч детей. Именно поэтому одной из главных задач центра станет объединение детей и молодежи, организация их внешкольного досуга. Появление такого современного центра культуры и искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина в Якутске, да, это на самом деле вклад в развитие культуры не только Мархи, Гагаринского округа, это огромный вклад в развитие, прорывное развитие культуры и современного искусства у нас в городе Якутске и вообще в целом нашей республике. Потому что по оснащению, по подходам к проектированию, к его наполнению, которое сразу закладывалось сюда, человеческому, скажем так, наполнению, да, безусловно, сегодня этот объект, он по статусу городского, но он, безусловно, я считаю, будет объектом российского масштаба. И он еще раз будет работать на то, чтобы Якутск подтверждал свое реноме как культурной столицы Арктики. А в 203-м микрорайоне Якутска открыли новое здание Центра развития ребенка, детский сад номер 24 Сардана. Это второе дошкольное образовательное учреждение в новом микрорайоне. Сад рассчитан на 315 мест. Новый сад стал 12-м заключительным объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Эти объекты коренным образом поменяли качество образования в столице и решили вопрос с нехваткой мест в детских садах. Общая площадь здания более 4000 квадратных метров. На 2 этажах разместятся групповые ячейки для ясельных, средних, старших и подготовительных групп. Воспитание и обучение будут вестись на 3 языках – русском, якутском и английском по методу языкового погружения. Детский сад начнет работу с 15 сентября. Наконец, вот наша мечта сбылась.
Теперь мы сможем принимать наших детишек с большой радостью в новый современный детский сад. У нас будет вводиться как парциальная программа полилингвальное обучение детей. То есть мы будем работать по методу языкового погружения. Значит, дети смогут, наши выпускники смогут разговаривать и на якутском языке, и на русском языке, и на английском языках. В этом особенность нашего детского сада. Сегодня в стране проходит единый день голосования. В Якутии выбирают глав и депутатов представительных органов практически на всех территориях, за исключением 4 районов. Руслан Павлов расскажет о явке на избирательные участки Алдана. В Алданском районе продолжаются выборы в органы местного самоуправления. Напомню, что на этот раз в 5 поселениях района выбирают глав и депутатские корпусы, и село Чегда еще выберет сегодня своих депутатов. О ходе голосования председатель территориальной избирательной комиссии Алданского района Гай Леонов. Гай Вильгельмович, на ваш взгляд, избиратель пассивен по сравнению с прошлыми выборами или активен? На мой взгляд, явка избирателей довольно активна. По состоянию на 15 часов явка избирателей составила в различных поселениях Алданского района от 22 до 34%. Учитывая то, что выборы у нас идут до 20 часов вечера, явка избирателей, конечно же, на избирательном участке будет гораздо выше. Есть ли факты каких-то нарушений? Факта нарушений не зафиксировано. То, что на этих выборах много наблюдателей, и сами даже кандидаты, некоторые сидят и следят за ходом, это о чем-то говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что участники избирательного процесса имеют полное право находиться на избирательном участке и наблюдать за избирательным процессом. В данной ситуации достигается принцип гласности в проведении избирательной кампании. Ну вот, как мы уже говорили, много на участках наблюдателей, да, от кандидатов. Сами кандидаты периодически посещают эти участки. В числе кандидатов на пост глав поселений свои персоны выдвинули все действующие лидеры. Много молодых, немало известных, которые заявили о себе на политической арене. Как уже говорилось, от прогнозов аналитики воздерживаются. И как все решится, покажет время при подсчете голосов. Ждем закрытия избирательных участков и следим за развитием событий. В Хангаласском районе по данным на 15 часов проголосовало около трети избирателей. Напомним, хангаласцы выбирают главу района. Кроме того, в 10 наслегах выбирают глав и местных депутатов. Досрочно со 2 по 12 сентября успели проголосовать 1666 избирателей, в том числе 138 человек, находящихся на труднодоступных и отдаленных территориях. Всего в районе сегодня открылись 30 избирательных участков. Они работают до 20 часов вечера. Хорошую явку показывают села Исит, Кытылдюра, Улахан-Ан, Булгунятах и Тит-Эбя. Здесь в школе номер 3 проходит голосование. Здесь созданы все условия санитарно-эпидемиологические. Поэтому здесь очень хорошо, комфортно, уютно и голосовать приятно. Вы в первый раз голосуете? Да. Вы пришли не одна? Да. С кем? С мамой и с папой. Как-то не повлияли на твой выбор? Нет. Ты сама решила? Ну да, интересно. Всегда с 18 лет на любые голосования я хожу. Потому что я считаю, что это зависит все-таки от нас. Абсолютно. Сегодня 90-летний юбилей отмечает ветеран тыла и педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР, обладательница медали столетнего юбилея Владимира Ленина и знака гражданской доблести Республики Саха-Якутия Александра Кардасеева. За свой почти полувековой педагогический стаж Александра Афанасьевна проработала учителем якутского языка и литературы в селах Жиганского района. До ухода на заслуженный отдых работала заведующим школьным интернатом и учителем Жиганской средней школы. Александра Афанасьевна воспитала множество благодарных учеников, многие из которых достигли больших жизненных успехов, стали специалистами в разных отраслях. Ученики выражают слова благодарности и признательность Александре Афанасьевне, желают крепкого здоровья и благополучия. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Накануне в социальных сетях распространилось видео с якобы аварийной посадкой воздушного шара на жилые постройки в селе Улахан-Ан. О том, как на самом деле прошел первый длительный полет на аэростате над Хангаласским районом, готов рассказать Петр Васильев. Редкий для нашего региона вид активного отдыха – полет на воздушном шаре в ближайшее время может стать доступным для якутян.
Проект обзорных экскурсий на аэростате разработали два жителя столицы республики – Степан Перевознюк и Евгений Афанасенко. Идея заниматься воздухоплаванием пришла довольно давно. По специальности я тесно связан с авиацией, я авиационный инженер. И всегда была мечта к полетам, парить в воздухе, плыть в воздухе. И таким образом мы с моим коллегой и партнером Евгением Афанасенко решили запустить проект «Саха-Аэростат». На данный момент мы занимаемся проработкой и подготовкой маршрутов для свободных полетов. Наш пилот Илья Вертипрахов, он очень именитый и известный пилот, участник чемпионата мира по воздухоплаванию, чемпионата России, чемпионата Европы. И помимо этого всего является членом династии воздухоплавателей из Екатеринбурга. Подготовка к запуску в небо начинается еще на земле. Перед подъемом воздушного судна план полета согласуется в зональном центре Агентства воздушного транспорта. Затем аэростат проходит обязательный технический осмотр, и уже после этого купол наполняется горячим воздухом. Сама процедура занимает примерно 25 минут. Далее следует обязательный предполетный инструктаж и инструктаж по технике безопасности. Только после этого пассажирам разрешена посадка в корзину. В ней помещается до 4 гостей без учета пилота. Маршрут первого длительного полета проложили от местности Техтюр до села Улахан. При подготовке учитывались как особенности местности, так и природные факторы, такие как скорость и сила ветра, а также температура воздуха. Время в пути составило примерно 30-35 минут. Принципиально можно летать на шаре до 5,5 километров, а дальше не хватает кислорода. Вот. Но в разных зонах влетных, соответственно, в зависимости от воздушного движения других судов. У меня все очень просто. У меня отец летает, брат старший летает, дядя летает. То есть это у нас такая семейная история. Вот. И я когда попробовал, уже больше не смог остановиться. И от этого сложно отказаться. Посмотрите на эту красоту. В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с сообщением о якобы аварийной посадке аэростата на жилые постройки одного из дворов села. На самом деле приземление в этом месте было запланировано и полностью контролировалось. Воздушное судно приземлилось рядом с домом одной из жительниц села. Ну, мне сказала внучка, что шар летает. Я снимала, потом я дошла, а вдруг смотрю, вы тут уже садились. Но мы вам ничего не испортили, все хорошо? Нет, все хорошо. Не только она, но и все обитатели близлежащих домов с радостью и улыбками и большим интересом встретили приземлившийся аэростат. Особенно много эмоций вызвало приземление у местной детворы. Полеты на воздушном шаре – это один из тех видов активного отдыха, которые запомнятся на долгое время. В этом году они продлятся до октября и возобновятся уже весной 2021 года. Поэтому каждый желающий в скором времени сможет подняться в небо и насладиться окружающими красотами на высоте в 1000 метров. Петр Васильев, Владимир Павлов, Хангаласский район. Регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальный размер субсидий увеличат с 25 до 75 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы развития энергетики. Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу, а также гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Михаил Мишустин еще в июне увеличил ранее действующий норматив с 30% до 60%. Госпрограмма развития энергетики предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиардов кубометров по итогам 2024 года. В течение 5 лет в России должно быть построено около 1300 газовых заправок. А чтобы доказать, что на газовом топливе можно без труда и без ущерба для окружающей среды проехать 1000 километров, стартовал автопробег в отпуск на автомобиле. Колонна выехала из Санкт-Петербурга и уже 2 октября, минуя всю страну, должна приехать в город Мирный. Как у автокоманды прошел первый день пути, знает Тайсана Бурнашова. Я за рулем на Ларгусе первый раз. Машина новая, только что с конвейера. Прошла более 800 километров, никаких нареканий к данной машине нет. Более 800 километров за 24 часа. За рулем «Лады Ларгуса» водитель с 26-летним стажем из Якутска Сергей Филиппов.
На отечественном авто они уже минули города Тихвин и Череповец. Сегодня группа пересекла границу Ярославля, одного из старинных русских городов Золотого кольца. Дорога местами бывает неровности, вот шероховатости вот сейчас от Череповца и в сторону Ярославля вот сейчас. Водители автопробега также отмечают преимущество метана как топлива. Это не только его экологичность, но и экономичность. 1 километр дороги, пройденной на природном газе, они приравнивают к 1 рублю. Полного бака 50-литрового хватает на 300 километров. Вчера в Тихвине заправились, на газовую заправку заезжали, заправились полный бак. В бак вошло 18 кубометров. Нам хватило с Тихвина до Череповца. Всего же на автопробеге примут участие не менее 4 машин компании «Алроса», «Саханефтегазсбыт» и «Тайрмен Групп». Они будут постепенно присоединяться к основной колонне, состоящей из «Лады Ларгуса» и «Лады Весты». Организаторы также обещают выпустить на маршрут и тягача «Скания», и автобус класса «Нефас». Все машины в качестве топлива используют природный газ. Проект автопробега машин на газомоторном оборудовании по маршруту Санкт-Петербург-Мирный является хорошим стимулом популяризации газомоторного топлива и в нашей республике. В ходе автопробега состоятся деловые встречи с участием ведущих отечественных производителей автомобильной техники на газе. Всего же водителям и их железным коням предстоит преодолеть свыше 8000 километров и пересечь более 20 регионов России. В Мирном команду ожидают 2 октября. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Александр Хавренко, Роман Ларин и Кирилл Шолохов. Ярославль, Санкт-Петербург. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.